привет! С вами снова Эхо столицы. Мы подготовили для вас подборку интересных новостей за прошедшую неделю. Поехали! Наличными или виртуально? Как дешевле ездить на автобусе в Якутске? Не секрет, что с 1 января этого года стоимость проезда на городских автобусах повысилась. Мы подготовили для вас таблицу по тарифам за перевозку пассажиров городским транспортом. Так что скорее делайте скрины, чтобы не потерять. Из наших подсчетов видно, что для тех, кто постоянно пользуется услугами общественного транспорта, выгоднее и дешевле все же приобретать проездные билеты. А для тех, кто не каждый день ездит в автобусах, лучше всего приобрести карту жителей Якутии. Дороже всех обойдутся тарифы по банковской карте и наличными. Нелегкое это дело работать следопытом пожарной охраны. Базар Жаб-Рабжиров рассказал об истинной причине пожара в ресторане Урдел Парка. Это здание загорелось 2 раза. После первого пожара, исходя из записи видеонаблюдения внутри ресторана, стала известна причина возгорания. Искра пошла от декоративной свечи на батарейках. Светодиодные свечи с эффектом живого пламени находились на столе в качестве новогоднего украшения. На видео заснято, как одна из таких свечек потухла. Работники не придали этому значения, все закрыли и ушли. Через некоторое время эта свечка вновь начинает работать, потом появляется огонь и начинает распространяться по всему ресторану. Что касается повторного пожара, причины выясняются. Так что, дорогие читатели, будьте предельно осторожны, ведь из-за маленькой декоративной свечки может пострадать огромное здание. Документальный короткометражный фильм «Выход» якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых номинирован на «Оскар». Это рассказ о жизни на берегу Чукотского моря ученого-отшельника. Лента длится 25 минут. Арбугаевы поборются за статуэтку с авторами фильмов «Заклинатель слонов», «Как измерить год», «Эффект Марты Митчелл» и «Странник у ворот». Церемония вручения премии состоится 12 марта. На этом все. До скорых встреч!